Сегодня мы находимся в поселке Ува и собираемся посетить исчезнувшие деревни. Исчезнувшие деревни нам покажет и расскажет о них известный в республике краевед Александр Иванович Пудов. Я его вам представляю. Ува – это центр самого большого по территории района. И, наверное, центр самого большого количества когда-то существовавших в районах деревень. У нас было 264 населенных пункта. Осталось 88 по списку. Вот есть где развернуться исследователям, искателям, значит, занимающимся сохранением бывших наших деревень. Я думаю, что маршрут наш будет интересный. Сейчас мы выезжаем из поселка Ува, едем в северном направлении в сторону Свердлов. Наша задача прокатиться по интересным местам, интересно с точки зрения ландшафтов, интересно с точки зрения истории, интересно с точки зрения новейшей истории. Это довольно-таки территория, где находятся крупные поселения перспективные. Значит, это места, где годы гражданской войны отметились боями, эти места тоже. Ну и это родина нашего первого героя Советского Союза, уроженца Удмуртии, удмурта по национальности, Виктор Кузьмича Кислый. Александр Иванович, а куда мы приехали, куда вы нас привезли? Скажите, пожалуйста, яблони тут цветет, яблоки. Вот мы приехали на место бывшей деревни Уракова, которую, в общем-то, искусственно в годы появления неперспективных деревень, объявления неперспективных деревень, в категорию эту и включили. Деревня была не маленькая, сейчас я не помню, дворов 60, наверное. Значит, в основном основана была удмуртами, но в основном проживали в последние годы русские. Деревня дала немало известных людей у нас в Удмуртии. Здесь, на этих косогорах, у нас комсомольцы, туристы любят собираться. Проводили мы и республиканские здесь мероприятия. Это своего рода, значит, место активного отдыха. Но вот нынче ни мероприятий ничего не проводили, я смотрю, даже трава по пояс. С коронавирусом тоже. Такая вот ситуация. А какие известные люди тут родились или проживали? Светлана Венеровна, я уже ее называл, Зыкина, кандидат медицинских наук, работала в медакадемии. И там работает еще? Наверное. В общем-то, боевой здесь народ-то был. Вот сады оставшиеся, как раз память о тех временах. Здесь был и колхоз, значит, хороший пруд, сейчас мы его увидим. Далее хорошие очень угодья здесь были. А что в колхозе? Это животноводческие помещения, это зернотоки. Все здесь было. В последние годы интерес возобновился к этому месту еще и с той стороны, что геологический объект здесь местные краеведы обнаружили. Это выходы древних, значит, пород пермского периода, связанные и не только горные породы, но и палеонтологические останки много здесь. Вы нам покажете их? Да, сейчас мы пройдем туда. Находимся в районе деревни Уракова. Деревня располагалась в очень красивом месте, на Пуге. Это, значит, Иван Иванович хорошо объяснит происхождение этих форм рельефа. Но станциевые формы рельефа древних ландшафтов. Пуга активно разрабатывалась и образовался карьер. Ну, местные краеведы обратили внимание на нахождение останков организмов. Был сделан запрос в университет удмуртский. Не знаю, кто это там, не помню, кто нам дал ответ. И сказали, что переправили в Москву. Из Москвы пришел ответ. Нам назвали
значит, видовую принадлежность этих организмов. Морская фауна это была. Значит, и самое интересное, девушка в музее, которая, в общем-то, вела эту переписку, уволилась, и с ней исчезли все эти, значит, ответы, все записи. И вот снова, после этого была прекращена разработка этого карьера, ну и это, как говорится, к счастью, и ждет серьезного научного исследования, наверное, в ближайшем будущем. Палеонтологов. Да. Где-то кого-то. Сейчас мы находимся на въезде в деревню Пуштовай. Пуштовай — это историческое место. Когда-то очень интересная, красивая большая деревня была. Много детишек было, называли даже второй Шанхай эту деревню. Деревня была чисто удмуртская. Начальная школа, магазин был, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт. Это центральная усадьба была колхоза. Деревня известна, но больше всего деревня известна как родина героя Советского Союза, первого удмурта-героя Пислегина Виктора Кузьмича. Он здесь родился, отсюда он ушел в большую жизнь. Значит, в этой деревне жила его мать Луиза. История вообще, его биография очень даже удивительна, потому что отец его, Кузьма, попал в германский плен и женился там на местной девушке по имени Луиза. И потом, после войны, у них там в Германии уже и дети появились. Он привез всю семью сюда. По приезду сюда, значит, у них родился еще один сын, Виктор. Вот. Ну, пожив несколько лет, мать его скончалась. Старший брат Володя учился в Чумсинском лесном училище, техникум, значит, и во время практики, когда учились валить деревья, попал под дерево и погиб. Вот. А Виктор вырос, значит, и отправился защищать родину. Отец его после смерти первой жены Луизы женился второй раз уже на местной девушке. Местная девушка родила ему еще детей. Одну дочку, первую, он назвал по первой жене Луизой. Вот. Она жила в доме героя, так сказать, наследовала это. Сейчас Герой когда погиб? Виктор Кузьмич, значит, получил за свои доблести звание героя еще на финской войне в апреле 1940 года. Значит, он был танкист. Начал войну он уже командиром танка. Великую Отечественную войну начал. И 24 июля 1941 года на подступах к Ленинграду, а точнее в районе города Луга, он погиб. Ему очень, к его памяти очень трепетно относятся в этом городе. Там улица названа, такое богатое захоронение. Значит, наши его родственники, значит, потомки этой Лизы, сестры, регулярно ездят туда, у них фамилия та же Пислегин. Значит, чтят память на месте его гибели. Мы стоим на месте, где на белый свет появился Виктор Кузьмич Пислегин, первый герой Советского Союза удмурт. Этот дом, который мы с вами видим, сохранен как исторический памятник. В нем до последнего времени жила сестра героя Елизавета Кузьминична. Значит, но сейчас уж ее вывезли лет 5 назад, ее дети. Значит, сюда они наведываются только время от времени. Но дом пытается сохранить.
И вот и зимой мы находимся на Васяшурском поле. Это место, где в 20-е годы энтузиастами и молодежью из окрестных деревень была основана деревня Васяшур. Получила название по энтузиасту, больше всех желавшему начать новую жизнь при новой власти. Вот. Просуществовала она до 80-х годов, до 90-х годов эта деревня. Было, фермы были, животноводческие помещения, хорошие земли были у них. Но вот в лихие 90-е народ стал распадаться. Трудный доступ до дорог, прежде всего, причина. На окраине района. Да. И красивые места, пруд и все как положено. Долго стояли, остатки ферм, но новая жизнь потребовала, убрать их. Вообще, в нашем районе очень интересно действовало начальство. Закрывалась деревня под разными предлогами. Затем все, что от нее оставалось, как от неперспективной, сталкивалась влага. В экстренном порядке бывшие усадьбы, Горицы, как называется, включались в северооборот. Дело в том, что, как правило, это были плодородные земли, потому что за ними ухаживали, удобряли их. И вот часто вместо деревни можно увидеть эти отвалы, завалы в этом остатков строений в лагах. Много домов стояло примерно. Эта деревня была на 25 примерно. Деревня, полное название Макарвыр, что, видимо, с удмуртского в переводе Макаров холм. Кто был такой Макар? Местный крестьянин в первую очередь, который, наверное, здесь сеял и пахал, и потом и поселился. Деревня была благополучная, деревня была многолюдная, но попала в разряд неперспективных. И в числе первых в районе в 1973 году попала, Под снос. под снос. Много населения было, много дворов-то было. Много было, под 45, наверное, 50 дворов было. Большой такой двор. Большая была деревня. Деревенские очень жалели о судьбе своей деревеньки. И сейчас, наверное, живы еще те, кто выезжал отсюда со слезами, как говорится. Регулярно они встречаются вот на этой площадочке, отмечают, память деревни, встречаются со своими родственниками, земляками, разлетевшимися по всей стране. Какие известные фамилии, известные люди. Я отдельно не занимался этой темой, но назову заслуженный работник культуры Зоя Ивановна Зарипова отсюда. Но она по мужу Зарипова, а местные-то фамилии были несколько другие. Ее можно назвать. Ну и, конечно, животноводы известные тоже отсюда были. Деревня была благополучна, нормальная деревня. Животноводческий комплекс, наверное, был. Да. Ну, Вот. больших-то комплексов-то не было, но база-то колхозная была не бедная. Угодья здесь богатые, земли плодородные. В общем, все способствовало бы Развитие. и нынешнему этой деревни. Никого нет. Нет. Мы сейчас находимся на дороге, которая через 2 километра привела бы нас к бывшей деревне Кабаково, переименованной в советское время в Пушкино. Это была крупная деревня, несколько десятков домов. Эта деревня являлась центром Пушкинского сельского совета, на территории которого было около 7 деревень. Очень крупные были, причем деревни здесь хорошие, потому что поля в первую очередь. Но, сейчас другие времена. Деревню почему-то включили в число неперспективных. Даже
несмотря на то, что она была центром совета, центральной усадьбой была, значит, и была она, оказалась стертой с карты нашей Удмуртии. Ну а в 90-е годы, когда началась приватизация, здесь, на месте этой деревни, в красивом, на берегу красивого пруда, оставшегося еще от крестьянских времен, значит, возникла база отдыха, значит, с пасекой. Ну и были оформлены соответствующим образом документы, теперь это Закрытая территория. закрытая территория. Мы стоим на месте бывшей деревни Ермакова. Официальное название ее первоначально было Удмуртский Кейшу. Основателями ее были жители села Уватукля. То есть она была основана, значит, туклинским маршрутом. Деревня никогда не была большой. Значит, в этой деревне максимум было 80 жителей. Такой она протянула до 50-х годов. Прикрыли здесь колхоз. Значит, жители этой деревни носили в основном фамилии Марковы и Березняковы. Ну, пережила она все и взлеты, и падения нашей российской действительности. Никогда здесь не было, в этой деревне, дожила она до 99-го года, ни света, ни радио. В общем, ну, народ держался. Закрыли ее официально в 99-м году. Только небольшой прудик напоминает нам о том, что было это красивое место когда-то заселено. А сейчас вот некошенные поля. Зарастающие. Здесь был дом работников, значит, Увинского леспромхоза, затем лесокомбината. Отсюда шла узкоколейка через 17-й лесоучасток и Узей-Туплю на Увинский лесокомбинат. Ну, это все в 40-е, 50-е годы. Узкоколейку когда разобрали? А вот когда ее закрыли, в 56-м году. В 56-м еще? Ага, когда закрыли этот 17-й лесоучасток. Вот. Все, кончилась на этом история этой деревни.